14 июня в пабе «Дикая утка» состоялся финал конкурса непрофессиональных вокалистов Wild Duck Music Awards. В завершающую часть после предварительных отборов прошло 8 участников, которые со сцены под аккомпанемент групп «До завтра» и «Континент» исполняли свои музыкальные номера. В первую очередь подобные мероприятия, которые в последние годы стали весьма популярны, нацелены на выявление новых талантов. Действительно, это проект, вот мы уже пришли к выводу, что это больше даже действительно социальный проект, потому что он раскрывает невиданные ранее самородки, таланты. Люди пробуют себя петь вживую, с живой группой. Это же действительно трудно. И даже вот профессиональные исполнители говорят, что достаточно трудно бывает петь вживую именно с живой группой при сопровождении. А тут мы даем возможность раскрыться людям, которые, в общем-то, профессионально никак с музыкой не связаны. И вот это вот, наверное, и есть суть нашего конкурса, потому что он не только про приз, да, ну приз он, в общем-то, это, как говорится, фортуна как повернется, а вот возможность вот попробовать вот именно это, новый опыт в жизни, это потрясающе на самом деле. Этот конкурс проводится уже 3-й год. По традиции главным призом является туристическая поездка, и на этот раз в Египет. В этом году организаторы установили новое оборудование, тем самым повысив качество звука. С каждым годом конкурс привлекает все большее количество участников, и некоторые из них в последующем продолжают заниматься пением уже на более высоком уровне. С тех пор, значит, меня стали приглашать куда-то, где-то какие-то вечера. Людям нравится. Потом у нас на работе, значит, хор образовался. С этим хором я теперь тоже пою. И уже теперь мы там немножко лауреаты уже теперь стали. Приятно. Приятно делать приятные вещи. Конкурсанты проявляли со сцены не только свои вокальные качества, но некоторые из них подготовили и интересные сценические костюмы, а также показали свое умение увлекать публику. По мнению музыкантов и членов жюри конкурса, многие участники приятно удивляют своими голосами и с каждым годом показывают более высокий уровень владения вокальным мастерством. В прошлом году я участников слышал, некоторых, тоже достаточно сильные участники. Это честь и хвала организаторам за то, что в предварительном отборе для полуфинальных состязаний вокальных отбираются участники вот такого уровня. Вообще песенное творчество, оно способствует росту человека как личности. Каждый раз вот приходят участники замечательные, у каждого свой оттенок в голосе, ну, у каждого своя подача, вот так я бы сказал. И очень интересно слушать песни некоторые измененной аранжировочки. После подведения итогов ценные призы получили Екатерина Винокурова и Екатерина Арбатская, спевшая известную песню Гребенщикова «Стаканы» и идеально подходящая под атмосферу, в которой проходил конкурс. А победителем стал Мирослав Михалев, чье исполнение песни Майкла Джексона никого не оставило равнодушным.